Дмитрий Павлович Чищебутов кыгалга кыгарыян, Зоя Константиновна Башарина саха литературатыгар чурапчы көһөрүтүн проблемата кинигелеригер, Владимир Ильич Пестеров суруйбут, нуччалы тылынан суруллубут Майар Гунова дневниге «Переселение» диен аттанан бешеттеммит. Бу сери кемигер саха кыщана бетин санатыттан кебейге көһөрүү туһунан суруйбута сери уонны көһөрүү алжар кайын туһунан калбаңнабат документ була сыджан. Дневник 1942 сыл атыржа кыйын сүйрбе 90 күнүттен сагаланар. Аргуновтар жекергеннере уон кихилях агалара сериген ырыллан барбыт. Көһөрүүгө барар туһунан сурагы сохуя уонна ордук эхете сөбилебекке ылмыттарын ого белетир. Иете эбете саңата суық комунан барбыттар. Бир киеха бара суға 16 киле малы салы продуктаны көңүлләбеттерин үйере истибитин суруяр. Иете истенер массынаны ылын багарбытын эхелере боппут. Мая быкайык ытоготун күйүнен ылбыт. Бу суруктан ого өйдөгүн улахан кий курдук бочумнагын белети көрөгүн. Өссекини курутун нюргун денатта кыра суржун көрөрүн истерин туунан суруяр. Балаган ыйын маңнеги күнүгер кар түһен сири үллүктәбит. Второе сентября 1942 года. Утром все было белым-бело. Красота необыкновенная. Только было очень холодно, и маленький Нюргун все время плакал. Ему не здоровилось. После завтрака отправились дальше. 6 сентября 1942 года. Суток через 5 приехали без тех. Дул пронизывающий, холодный осенний ветер. По небу низко плыли серые облака, а пароходов нет. Очень холодно, и маленький Нюргун разболелся. Уже не плачет, а находится в каком-то забытии, бредит. Я написала письмо отцу. 12 сентября 1942 года. Сегодня умер наш Нюргун. Мама сильно переживает. Теперь заболел брат Егор. От папы нет писем. Пароходов все нет. Очень холодно. Продукты, взятые с собой, несмотря на жесточайшую экономию, кончаются. 13 сентября 1942 года. Наконец-то прибыл пароход. Он большой и очень красивый. Называется «Пропагандист». Только люди на пароходе очень злые. Капитан все время кричит и ругается. Нас с нашими коровами и лошадьми загрузили в одну баржу. Всего было 5 барж. Очень тесно. Мы всей семьей расположились возле коров. Дедушка говорит, что так будет тепло во время плавания. Егор все время бредит, зовет папу. Перед прибытием парохода получили похоронку на отца. В письме сказано, что он погиб смертью храбрых, защищая свою родину. Дедушка говорит, что он погиб под Сталинградом. От горя слегла мама. 16 сентября 1942 года. Плывем дальше. В ту страшную ночь дедушку затоптали лошади, когда он бросился их успокаивать. Дед молодец, говорит, скоро пройдет, что самое страшное позади. Хуже уже не будет. Скоро приплывем на место и будем ловить рыбу для фронта. Я помогаю бабушке. Мы вдвоем ухаживаем за мамой, братом Егором и дедушкой. У деда сломана рука и нога. В ту ночь погибли 3 колхозников и несколько коров и лошадей.
когда же приплывем наконец? Очень боюсь. Сена для прокорма скота совсем нет. Они исхудали, обессилели и постоянно мычат, прося корм. 28 сентября 1942 года. Наконец-то прибыли на место. Голый берег, не видно жилых построек. Никто нас не встречает. Первым делом похоронили умерших. Среди них моя подруга Айта. Отощавшие коровы и лошади еле сошли на берег. Берег крутой и каменный. Кругом снег и лед. Строили шалаши для жилья и скота. 1 ноября 1942 года. Живем вместе с другими семьями в старом заброшенном хутоне. Хутон почистили, отремонтировали и устроились в нем жить. Из-за нехватки сена пало много коров и лошадей колхозного стада. Бабушка выходила маму и Егорушку. Дедушка лежа старается помогать советам. Рука и нога никак не заживают. Сегодня из района была почта. Тетя Варя получила похоронку на мужа. Завтра наши пойдут на рыбалку. Сегодня целый день готовились Насте. 20 декабря 1942 года. Мы с Аргланой помогаем маме и бабушке. Мама днем выхаживает колхозных коров. Их всего осталось 11 и 13 лошадей. А вечерами вместе с другими женщинами и бабушкой плетем веревки, чиним сети, невода под руководством дедушки. Шьем из старых кулей и мешков штаны и теплые вещи для наших рыбаков. Сегодня привезли Егора и 5 колхозников. Все они страшно опухли и обморозились. Бабушка все время молится. Егору-то всего 13 лет. Дедушка забил корову. Все равно сена нет. Хоть Егора досыта накормим. Поставим на ноги. В соседнем колхозе арестовали председателя за то, что разрешил забить 2 коров и накормить людей. 31 декабря 1942 года. Сегодня встретим Новый год. Что же нас ждет в Новом году? Я хочу, чтобы мы победили фашистов и вернулись весной в Чарапчу, где так хорошо жилось. 3 января 1943 года. У нас совсем кончились продукты. Нет ни грамма муки и рыбы. Деду совсем плохо. Кончался ночью Егорушка. У мамы опускаются руки. Ничем не может помочь своим. Выживет ли кто-нибудь и вернется в Чарапчу? 15 января 1943 года. Дедушка перед смертью сказал: хотя мы все смертны и когда-нибудь все умрем. Но так обидно, когда умирают преждевременно, в самом расцвете сил из-за разгильдяйства и плохой организации, где-то в глуши, на берегу угрюмой реки, расставшись с любимой Чарапчой. Мне придется оставить свои кости в этой чужбине, где не нашли ни помощи, ни понимания местных жителей. 20 февраля 1943 года. Сегодня приехал бригадир Николай. Он привез немного рыбы и муки, которые отправили братья, сэкономив из своих скудных норм. Ведь нормы выдают только работающим. Оказывается, братья Алексей и Михаил тоже болеют. Бригадир сказал, что их скоро привезут. Мать всю ночь проплакала. Со смертью работающих братьев перестанут выдавать норму, и мы останемся совсем голодными. Иссякают надежды, и с нею жизненные силы. Только все время говорим о своей Чарапче. Едим заболонь и яголь. После такой еды очень болит живот. Говорят, летом поедем обратно домой в Чарапчу. Этой надеждой и держимся. 10 мая
1943 года. Сегодня наш председатель говорил, что написал письмо с просьбой о возвращении оставшихся живых в родную Чарапчу. Сказал, что поедет в Якутск добиваться разрешения. Писем от брата совсем нет. Люди дошли до крайнего истощения. Ходят какие-то тени, выпирающими костями. 16 мая 43 года. Умерла мама. Бросив семью, убежали в Чарапчу председатель и бригадир. 18 мая 43 года. Умерли все. Осталась я одна. Писать уже нет сил. Кинилер балаганнарын тахынан ахан яр балыксыттар. Өлүктөр ортолоругар Сталин метиреттех тетерети куа сытар. Күйе эстебит кыйшаны булбуттар. Илже барбыттар. Ого ахан баран Сталинга тыыннактары дойдуларгар чурапчыга төнүннерин диен көрдүхүлээх суругу суруян баран сырдык тыына быстыбыт. Барақсан бир дойдулаактарын жондурун эннигер ехин төлөбүт курдук санаан күн сириттен арагыстаган. Мая дневнигер элбэх проблеманы тыктарын көрдөрбүт. Бастатан туран олус иллях толору жекергенологун көрөбүт. Маннык жекергенге төрөн иитиллен мая үйрөктэх толкуйдах үлэхи того буоллаган. Кини тыынна калбыты буоллар. Кайдакта курдук үчүгө үлэхит ие керген буолу этейт. Кини олоккотардыытын күйүнен соос соток кааллагам. Итинни күүстэх санаалаах туһу докумуну сурьян кааллардыга тыыннаахтарга. Кинигега кас абзац айы бырбытылстваны комиссия справкатыттан бигергетини агалбыттар. Ол курдук комиссия кебей орюнун салалтатын өрттүттен, карамаңнайгыттан терехен кыллы батагын, элбэх итегаһи токуртууну билетебит. Колобур келбит жон иччитек сирге сүүкенен сетенни саңатыгар дири ахагас каллаананныгар олорбуттар. Балтара юстата бейлере живот теримиттер. Кинилерге рыб собуотда атын терилтелерде өттүлеріттен туохта көмө оңохуллу батах. Олохтақ жон қоту дойдугу курдук кинелери өйө бетектер, бирге үлелебетектер. Справкага тиллеринен жон массовайдык коргуен өлүүте 1904-дөн 3 сыл 5 ыйгар дири салганан бара турбут. Ити кемге булустарга чурапчылар балыктабыт бастыгы суортаак соболоро сүйрбе түйет тонна балык сытыйбыт. Онтон ити сыл балаган ыйгар сүйүнен тонна балык кейиллибекке сытыя сытырын туунан справка оңоллубут. Камыгыя сүйүс агуонагас төгүрүк тулая хону белитебит. Оголор туруктара олус мөлтөгөн ыйбыт. Справкага кебей балыгын собуота бу балыгы жоңго үллерен, өлөрөлүүттен быыгыан сөпете диен суруллар. Онон камыгыя маннык түмүгө орбут. Переселение 18 сельскохозяйственных артелей Чурапчинского района